основной стиль по-есть, скажем, хорошо? Хорошо. Ага, и немножко репертуаре вот концерта. И скажите, вот вы уже второй раз, да, пишете? 그치도 하래. 그치도 있는 그런 거 하마로. 만나. 이쪽에 그런 거. 그거는 뭐 메타라. Aynen aranın gözü. 왠지. Ben istiyorum da anlayayım müzikada. Давайте, Николай, расскажите вот основную цель вашей приезда. Основной цель путешествия моего распространять культуру, искусство своего народа Тала по всему миру. Это я давно, лет 25 уже поставил с этим целью есть по всему миру. Я, в этом стране Якутии я второй раз. Я желаю, чтобы молодые люди и люди, которые желают искусства, желают самопознания, именно самопознание для своего жизни, для будущего, для долголетия, передавать мою практику, опыт своего песнепения туринского народа и желающим передавать эту силу. Мне необходимо общаться с народами, которые связаны для познания самого себя. Я много лет работал над собой. Это в начальном этапе искусства я связан был. Я так думал, если искусство связано, значит я буду петь, стучать бубен, который назначен от Всевышнего. На этом уровне я действовал. А сейчас, в последнее время, я больше чувствую, что народ любого города, любой страны и желает познавать то, что внутри у них находится. Познавать они с помощью моего песни, с помощью моего познания, передачи о них и желает раскрыть само внутреннее состояние своего, раскрыть, радоваться, изменить свое состояние. Петь песни это не только это просто радовать свое сердце. Петь песни, изменения будут происходить в жизни, в семье, в обществе. И петь песни в стиле нашего искусства народа Хюмея возбуждает силы энергию мужской и женские. И если постоянно будут заниматься по моему системе Юнхюн, то возбуждает энергию, если по-другому говорить, по профессиональным индийским вариантам, то возбуждает силу кундалини, то есть дух человека самого себя. Оно связано с раскрытием состояния сознания. Возбуждение энергии помогает сознанию и присмотреть будущее, помогает сознанию наблюдать за собой внутреннюю и внешнюю энергию, помогает сознанию познавать людей, которые нуждаются в изменении, нуждаются в помощи. То есть ясность в сознании будут происходить. В этом ясность в сознании в спокойном состоянии разговаривает, видит людей, что им необходимо, какие помощь нужна, именно каким пространством, каким словам можно изменить их жизнь в лучшую сторону. То есть я больше познания самого себя, тем больше познаю себя, исцеляю самого себя, тем больше чистоту звука перехожу, тем больше звуком начинаю мыслить, управлять своего тело, пространством и временем, то очень усиленные практики начинаю познавать, мне хочется каждому человеку это передавать. Но я в конце, конечно, буду петь народные песни, песни композиторов. Есть песни, которые будут петь здесь, что когда-то раньше не пел, но это не главное.
Главное мое песнепение — это чистоту звуков дать слушать людям. Возможность человека разным вариантам, разными возможностями раскрыть себя, просто раскрыть естественным природным голосом. Я сейчас в последнее время не стараюсь, чтобы люди пели хюмей, как мой народ, а стараюсь раскрыть их естественный голос, который я в детстве пели. Голос, который я в раннем возрасте, они раскрытые песни продолжали здесь. Люди, большинство людей взрослые, закрываются голоса, так как они начинают жить по-своему, начинают общаться с людьми. Потом песнепение для них это уже второй вопрос становится. Это неправильно. Не обязательно петь, а внутреннее песнепение, внутренними мыслями соединить внутреннюю энергию. И как мантра без слов, его надо упражнение, если постоянно будут делать, человек устроит свою жизнь на будущее, как ему хочется. И здоровье, и манера жизни, общение с людьми. Постоянно будет радость в сердце. Я хочу только этого передать людям. Всюду, где я побываю, этого и желаю. Хорошо, спасибо. А можете вот немножко эксклюзив? В последнее время я вот тонкое упражнение себе нашел. Это упражнение касается глубинного состояния. Разбудить глубинное состояние своего используется только губы. Если губы начинают петь, значит глубина, они сами соединяются и раскрываются. Я попробую сейчас такое упражнение. Хюмей называется. Это свободное исполнение хюмея. Это есть та система, которую я разработал. Начиная, управляя ноздрем, вот этот ноздрь тоже поет у нас, так же, как губы. Поэтому, если разбудить это, чтобы каждая клетка участвовала, и губы, а они соединяются. То есть не раздражать горло, не зажимать его, чтобы пил. И дыхание свободное, и исполнение свободное, только выдохом. Свободным выдохом. Выдох, какой свобода, и звук, голос тоже такой свобода. Поэтому не зажимается, а освобождается. И освобождаясь, сами начинает работать вся тело, каждая клетка. И тогда мне приятно, даже вся тело, не только сердце,
но суставы, мысли и создает гармонию. Мне хочется правильно сидеть, правильно двигаться, и звук очень приятный, и сознание приятно. Для здоровья, для долголетия необходимое становится. Поэтому просто я предлагаю людям заниматься песнепением, независимо какой песни, но упражняться петь, чтобы раскрылось, а не просто петь. Раскрытие — это есть использовать свою, дать возможность своему духу наслаждение. Душа должен создавать наслаждение, а наслаждение получает дух. А дух — это есть всемогущая сила. Если не будем давать наслаждение духу, то мы сами должны искать что-то, но недостаточно в жизни, чтобы сами что-то творить для здоровья. Возбудить, разбудить духу, что помогало в жизни. Очень хорошо. Ну, спасибо. Желаю